Вячеслав Ефимов, пятикратный чемпион Республики Саха-Якутия по танцевальному спорту. Начал тренерскую работу в танцевальном клубе «Реверанс» под руководством родоначальников танцевального спорта Якутии Василия и Татьяны Мамалыги. В 2007 году получил статус спортивного судьи по танцевальному спорту. Затем организовал свой собственный танцевально-спортивный клуб по парам. Был исполнительным директором сразу в двух организациях – Союза танцевального спорта Республики Саха-Якутия и Федерации художественной гимнастики. Отмечен благодарностью председателя правительства Республики Саха-Якутия. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который меня буквально распирает все время, пока я готовлюсь к этому интервью. Объясните мне, пожалуйста, я, конечно, рискую выглядеть очень обывателем, очень неискушенной в вопросах, о которых мы с вами будем говорить, но все-таки больше спорт или больше танцы, когда мы говорим о спортивных бальных танцах? Вот. Это, конечно, интересный вопрос, потому что долгое время он обсуждается, может быть, даже и в текущий момент нет какого-то точного решения. Конечно, поскольку это танцы, и появились они среди аристократии, которая собиралась, танцевала на балах, вот, то есть это именно танцы для вот времяпрепровождения, да, увеселения. То есть они даже не для сцены, эти танцы. Для удовольствия. Для удовольствия, для своего, для развития. Вот. Потом в какой-то момент люди решили, что мы просто так собираемся, давайте выясним, кто из нас как бы лучше танцует. Вот. И с тех пор появилось именно такое спортивное направление. Вот. Люди начали вырабатывать там какие-то определенные движения под конкретную музыку, вот, развивать их, улучшать. Появились таким образом правила проведения, вот, появились первые соревнования, это уже было где-то... Соответственно, появились эксперты. Соответственно, появились эксперты, которые уже больше в этом разбираются, они начали обучать более младшее поколение, вот, и... Если я не ошибаюсь, у нас примерно с 1930 года именно появилось спортивное направление танцев. Потом туда еще добавились, там, помимо европейских танцев, к которым относятся там, вальс, фокстрот, добавилась латиноамериканская программа. Изначально латиноамериканскую программу партнеры танцевали во фраках. Там не полуголые мужчины с... Но, однако, все равно все пришло к тому, что полуголые мужчины в сетках. Да, немножечко сместилось в сторону более такую фривольную, но все равно. Я бы сказала, это не фривольно, это, наверное, шоу больше, да, такая шоу-часть. Больше, наверное, вот, да, соответствие образа, соответствие музыки и традиций, которые породили, в принципе, саму эту музыку, сам этот танец. Конечно, я считаю, что это спорт. Это спорт? Прежде всего спорт. Потому что только в спортивной составляющей танцоры развиваются, у них есть всегда стимул, всегда есть мотивация для того, чтобы улучшать свой танец, улучшать, ну, фактически вот с самых первых занятий, когда дети там в 5-6 лет приходят в танцевальный зал, и, соответственно, пока не закончится танцевальная карьера. У нас сложно-координационный вид спорта. Если конкретно спрашивать, зачем приводить детей, наверное, да, в танцевальный спорт, то прежде всего это развитие взаимодействия всего тела, развитие работы головного мозга, это музыкальное развитие. В общем, человек, который занимается танцевальным спортом, у него развивается все. И у него есть кардиоупражнения, он, соответственно, здоровое сердце, вот, развивается и мышечный корсет, развивается и осанка, и, соответственно, работа головного мозга. Мозг работает гораздо быстрее. Мне кажется, и нестандартно. Там вообще какие-то нейронные связи, да, абсолютно недостижимые для простого смертного человека, который между диваном и машиной перемещается, да? У спортсменов, конечно, это плюс еще взаимодействие.
То есть, во-первых, это развитие взаимодействия между разнополыми людьми с детства. То есть дети, которые там, с 5 лет танцуют мальчик с девочкой, девочка с мальчиком, да, когда они вырастают там, до подросткового возраста, у них нет никаких проблем с общением с противоположным полом, нет какого-то зажима, нет каких-то представлений о том, как живет противоположный пол. Они знают. В контакте все время, потому что находятся. Вот. Плюс это все-таки еще эмоциональный интеллект, то есть мы взаимодействуем со зрителями, взаимодействуем с судьями, и дети легко общаются со взрослыми, с учителями. Кстати, у нас есть много примеров, когда у детей прям на глазах улучшались школьные показатели. Это вы по собственному опыту тоже, да? По собственному опыту, по опыту учеников, которые занимались. А во сколько лет вы пришли в танцы? Я пришел очень поздно. Мне было уже почти 11 лет. Вообще, нужно сказать, старость это почти. Вообще, да. То есть ворвался в последний вагон. 11 лет. И при каких обстоятельствах это случилось? Соответственно, в школе девочка, соответственно, там давно мечтала записаться на танцы. Вот. Ей нужен был партнер. Она подошла к классному руководителю, кого из класса можно позвать с собой. Через классного руководителя, даже не напрямую? И та сказала, что вот есть Вячеслав, надо вам с его родителями пообщаться и забрать их с собой. А как к этому отнесся Вячеслав? 11 лет, взрослый парень, у которого были вообще-то какие-то, наверное, планы на жизнь другие. Достаточно спокойно отнесся, потому что, да, это все-таки 90-е годы, предвзятость одноклассников, друзей, там, во дворе ребята, то есть странно относились к этому делу. Просто у меня у самого каких-то таких предрассудков не было. Соответственно, я пришел на первые тренировки. Просто поддержать или захотел сам? Нет, конечно, не хотел. Просто поддержать? Поддержать, получается. Потом плюс мама привела, как это ты не пойдешь, авторитет взрослых. Потом увидел тренера, тренер мужчина, солидный, производящий хорошее впечатление. Достойного, умного человека. Соответственно, за таким авторитетом, остался. И, в принципе, до сих пор остаюсь в бальных танцах. Получается, это в 11 лет пришел и во сколько? В 15 лет уже стал чемпионом республики? 16. 16 лет. Да. Это какой-то выдающийся случай? Это сверхспособности или это нормальная практика? Для того времени и наверное, даже для текущего времени, наверное, даже в большей степени. Это быстро? Да, это очень быстро. В 90-е у нас был именно бум на бальные танцы. Это был престижный вид спорта, было престижно там заниматься, было определенное сообщество людей, причем закрытое такое очень сообщество, закрытое, в которое сложно войти. То есть, чтобы туда войти, нужно заниматься танцами. А мне кажется, что спортивные бальные танцы — это как никакой другой, наверное, вид спорта, очень семейная история. Когда создаются пары, крепкие союзы, продолжительные, семейные, которые потом идут тренировать также вместе. То есть они сначала выступают вместе, потом тренируют вместе, потом подрастают их дети, которые тоже, конечно же, занимаются танцами. И это какая-то такая большая семейная сага в итоге выписывается внутри бальных танцев. Изнутри я бы сказал так. Наверное, большая часть танцоров идут по другому сценарию. По какому? Чаще всего все-таки они выбирают себе супругов из какой-то другой совсем сферы. Да? Чаще всего, на самом деле, да. На самом деле, небольшое количество танцоров именно встречаются между собой. Это тоже очень большой миф. А почему это выглядит так, как будто бы они все друг с другом встречаются? Объясните мне, пожалуйста. Это актерские приемы, это техника танцевания, язык тела. Это, в принципе, то, на что направлены сами бальные танцы. На взаимодействие мужчины и женщины. Оно выглядит так, как будто это люди уже 10 лет встречаются, а на самом деле они могут и вообще враждовать.
Серьезно? Да, то есть, ну, допустим, есть пары, которые там идут на большие титулы, там, чемпионов мира, допустим. И вот из всего сообщества есть только там одна партнерша, которая подходит конкретно этому партнеру, Да. и вот вдвоем они могут достичь этого результата. При этом терпеть друг друга не могут. Ну, либо совсем не могут терпеть, ну, это, конечно, вообще крайний случай, да, но бывает такое, что они, ну, вне площадки и не общаются. Я примерно понимаю, как вот в таком состоянии можно танцевать, например, джайв, да, или пасадобль. Очень хорошо. А румба? Долгие годы тренировок. И насколько изменилось положение вот с 90-х, если мы говорили, что 90-е это был бум, но понятно, что в 90-е в основном все крупные клубы базировались в Якутске. А сейчас по республике или как? Изначально Поясните, пожалуйста. все самые крупные клубы в 90-х годах, они концентрировались в городе Нерюнгри. Если я правильно помню рассказы моего тренера, то есть там существовало одновременно 12 клубов. Занимались они чуть ли не в одном и том же ДК, не в одном и том же зале. Вот. Потом просто со временем разъехались тренерский состав, разная судьба раскидала их по стране. Вот. На текущий момент у нас в Нерюнгри работает один коллектив в Мирном, это при детско-юношеской спортивной школе, один коллектив в Ленске. Вот. Основной костяк у нас танцевальных клубов, да, находится в городе Якутске. Сейчас у нас еще вот в этом году присоединились к нам один клуб в мае, один клуб в Нижнем Бестяхе. Довольно много, вот. да. Ну и вот потихонечку развиваемся. Был очень большой спад где-то с 2010 года, 2020 год ковидный был очень проблемный. Вот. Сейчас мы наращиваем, количество участников у нас растет, соревнований республиканских. То есть там вот в самые, наверное, печальные годы ковида, да, у нас было там 40 участников универсальных. То есть, республиканских соревнований. То есть сейчас у нас уже в базе данных больше 200 спортсменов. Вот, как мы про спортсменов говорим или про пары говорим? Спортсменов. Количество спортсменов. Потому что у нас есть и сейчас танцевальное направление, когда танцуют спортсмены в паре, и исполнительницы соло. Вот об этом тоже, кстати, поговорим. Это же какое-то такое влияние времени. Да. Да? Когда это появилось? Появилось, наверное, где-то... Ну, на самом деле, даже в мою бытность, в мою молодость было направление немножко похожее. То есть девочки танцевали с девочками среди начинающих в нехватку мальчиков. Вот. Лучше в соло решили эксперты. В какой-то момент народ посмотрел, может быть, мы все-таки сделаем отдельную категорию, пусть девочки соревнуются сами. А я знаю, мне кажется, с чем это связано. С дефицитом мужчин. Не только в стране, но и непосредственно в вашем прекрасном виде спорта. Да, в бальных танцах мы и сейчас испытываем дефицит в мальчиках. Соответственно, каждого бережем, холим, лелеем, заманиваем. Вот. И это действительно такая задача актуальная на сегодняшний день. Она никуда не девалась. Она остается вместе с нами. Вот. Но вот за счет того, что девочки занимаются сами, когда вдруг появляется там мальчик перспективный, им проще с ним встать танцевать, да, чем они бы пришли просто с улицы первый раз в зал. То есть за счет того, что они уже умеют, у них есть навыки танцевальные, они, во-первых, ему помогают, он быстрее развивается дальше, если он начинающий. А если, ну, там какие-то условия, появился уже танцующий партнер, да, то им проще его догнать до танцевального уровня, потому что у них уже есть занятия, у них уже есть дисциплина, им не нужно к ней привыкать. Они уже понимают язык тренера, язык танцев. А это правда, что бывает такое, что вот именно вот эта конкуренция за партнера, за мальчика, особенно если он фактурный, если он способный, если выдающийся какой-то, то тогда материальную часть берут тоже на себя девочки. То есть там вот обеспечение проездов и участие в чемпионатах и так далее.
Ну, конкретно мы у себя в клубе стараемся не практиковать такого рода вещи, потому что ну, морально-этическая часть данного вопроса, она весьма спорная. И такая зависимость одного человека от другого, да? Ну, морально очень тяжело. Просто видел нас, опять же, в своем опыте такие варианты, и когда они плохо заканчиваются, это очень проблемно и психологически пережить с собой. Но вообще бывает такое? Такое, да, бывает. Оно, в принципе, ну, не зазорно, потому что если это влечет как сказать, к выгоде обоих, то есть если девочка берет на себя финансирование, да, а мальчик за счет этого развивается, да, может получить более высокие результаты, ну почему бы и нет. А какая выгода? Вот стремятся к званиям, стремятся к победам, коллекционируют чемпионство. Какая в этом выгода? То есть это же никогда не закроет расходы, не компенсирует или закроет? Ну, в разных вариантах бывает по-разному. Ну вот как бывает? Ну, вообще, то есть в центральной России это очень актуально, потому что когда у тебя есть звание, когда у тебя есть статус, да, то, соответственно, у тебя повышается стоимость уроков потом как тренера. Если ты остаешься в тренерской работе потом, после... То есть монетизация вот такая. Ты потом Да. можешь назначать цену за мастерство. Да, есть такое, что, в принципе, можно даже это точно озвучить, что цена работы преподавателя, она напрямую связана с его спортивными достижениями. Но это в центральной России. У нас здесь просто большая удаленность, да, и у нас есть большая проблема, что у нас дети, которые у нас танцуют, вырастают там до студенческого возраста и уезжают поступать. И становятся, например, юристами. Не всегда. То есть есть варианты, когда у нас дети уезжали, и они продолжали спортивную карьеру танцевальную. Вот, и танцевали достаточно успешно, и в финалах России танцевали. Вот, но просто уже за другой регион. Вот, и поскольку они там учатся, там занимаются, у них там карьера, там партнер или партнерша оттуда, то, соответственно, им проще работу тренерскую и тоже строить там. Поэтому мы испытываем тоже такой профессиональный голод тренерский. Тем более после такого большого периода спада, да, популярности спорта, тренерский состав у нас тоже, конечно, подсократился. Но вы привлекаете откуда-то? Есть такая практика приглашать из Москвы? Вот у нас в Мирном есть практика. У нас там наш союз посодействовал, да, президент нашего союза, Всероссийская федерация посодействовали. И вот подобрали специалистов, да, взаимодействовали очень много с администрацией района Мирнинского. Вот, и привлекли 2 специалистов. Они муж с женой, работают сейчас в спортшколе Мирного и дают очень хорошие результаты. А в Якутске нет такого? В Якутске такая практика не сложилась. Ну, во-первых, в Якутске больше тренеров. Все-таки у нас не настолько большой город. Вот. Ну, справляетесь. Мы справляемся. Ну и хотелось бы услышать вообще о перспективах, о планах, может быть. Что-то планируете в ближайшем будущем? Может быть, какие-то у нас уже зарождаются звезды, которые принесут славу родной республике? Ну вот у нас президент Союза танцевального спорта Людмила Валерьевна Николаева сейчас в этом году нам ставит задачу, что это должен стать прорывной год для Якутии в танцевальном спорте. Работа на самом деле велась достаточно давно. То есть и с тренерским составом ведется работа по наращиванию компетенций, и формируется сборная. Союз танцевального спорта привлекает, соответственно, спонсорскую помощь. За счет этой спонсорской помощи тоже помогает и сборной развиваться, брать больше уроков, у именитых тренеров заниматься. Вот. И мы очень надеемся, да, на подрастающее поколение, что они уже смогут показывать
хорошие всероссийские результаты. А на кого возлагаете особые надежды? Есть уже какие-то имена, фамилии, может быть? Ну вот в этом году у нас 2 пары вошли в основной состав сборной. 1 пара из города Ленска и 1 пара из города Якутска. Угу. В основной состав сборной, и потом они в этом составе куда? На чемпионат России? Соответственно, сейчас, да, они будут принимать участие в первенстве России, которое пройдет у нас в конце марта. Вот, и в других всероссийских соревнованиях, которые будут проводиться в течение сезона. Ну, соответственно, при поддержке дополнительной Союза танцевального спорта, что снижает нагрузку на родительский бюджет, вот, и позволяет, соответственно, больше заниматься, выступать на всех всероссийских площадках, которые проводятся, и максимально показывать результат, который они сейчас могут выдать. Вот про родительский бюджет, мне кажется, это вообще не просто так прозвучало, да? Потому что родители же должны понимать, что да, это очень красиво, со стороны действительно красиво смотреть, и каждый, может быть, и мечтал бы своего ребенка привести, и на уровне малышей они еще и могут заниматься. А потом, когда идет большой спорт и развитие, то там нужны вложения, ну, на самом довольно деле, ощутимые. Вот сколько, например, стоит собрать ребенка на соревнования, какие-то такие выше среднего уровня уже, профессиональные? ну, на самом деле, очень большие затраты, они уже на очень высоком уровне, когда дети действительно претендуют на высокие места. Да, там очень важна и там, класс костюмов, и класс там, обуви, стиля и так далее. А когда дети занимаются, ну, во-первых, для себя, то есть там нет каких-то требований, что там платье партнерши должно стоить там, не меньше 100 тысяч рублей. Таких требований нет. У нас дети, соответственно, занимаются там, в муниципальных соревнованиях, принимают участие там, в республиканских. Ну и достаточно спокойные костюмы. Есть родители, которые увлекаются этим очень сильно и делают костюмы самостоятельно. Это, во-первых, снижает как бы стоимость для семьи. Во-вторых, ну, это очень тоже увлекательно для самих родителей. То есть они участвуют напрямую в жизни своих детей. Вот. И сейчас все-таки очень сильно развита у нас эта индустрия танцевальная с пошивом костюмов, с обувью. Можно заказать в любой момент. Тебе привезут с Валберис, с Озона. Есть доставки, СДЭК. Можно связаться там, по интернету, по телефону с любым там, ателье. Есть Авито. Соответственно, то есть танцоры пошили себе платье на сезон, да, оттанцевали, там 2-3 соревнования, особенно ну, очень перспективные пары. 2 соревнования станцевали, костюмы можно поменять. И можно, в принципе, за небольшие относительно деньги да, получить костюмы хорошего, высокого качества. Ну, в общем, отсюда такая мораль, да, что вот нам в 90-е было гораздо сложнее. Определенно. А вам сейчас идите, занимайтесь и получайте удовольствие. Да, мы прически делали сами себе. А сейчас что делать? А сейчас все, ты приезжаешь на российский чемпионат, нужно идти к стилистам, которые там, соответственно, обслуживают это соревнование, они делают профессиональную прическу. Да, конечно, они делают гораздо лучше. Мы в детстве, что мы там могли себе сделать на голове, вот, как бы учились друг у друга, а там, соответственно, приходишь, тебя профессионально делают прическу. Вот. И когда проводятся соревнования, там у нас здесь в Якутии проводились в прошлом году всероссийские соревнования, к нам приезжали лучшие пары России, вот, соответственно, нужно было обеспечить наличие таких же профессионалов, которые могут есть? На нужном уровне. Здесь в Якутске, конечно, пока нет. То есть мы пытаемся это тоже развить. Нужно, это такая сопутствующая сфера, и ее очень трудно развивать да, с людьми, которые, у которых нет прямого взаимодействия именно с танцевальной индустрией. Там 2 турнира в год, 4 соревнования в год — это очень маленькая точка соприкосновения, чтобы людям было действительно интересно, чтобы они в это вкладывались, чтобы они развивались в этом направлении. Вот. А там
профессионалы, которые работают на всероссийских соревнованиях, там, конечно, уже все отработано до мелочей. Вот. Но зато красота неописуемая. В общем, работать вам и работать. Работы, Конечно. я так полагаю, на ваш век точно хватит, Вячеслав. Самое главное, чтобы у вас хватало ресурсов, энергии и желания. Вот по поводу ресурсов, наверное, это будет завершающий вопрос нашей встречи. Как вы восстанавливаетесь? И только не говорите мне, что моя работа это такое удовольствие, что она не требует отдыха от нее. Нет, конечно, любая работа — это работа. Всегда устаешь, тем более работа связана с физической нагрузкой, потому что как бы ни проходила тренировка, все равно ты и показываешь, и там бегаешь по залу, там всех проверяешь, тут подбодрил, тут показал. Вот, соответственно, нагрузка достаточно большая. Но восстанавливаться я люблю на природе. Я считаю, что это самый лучший отдых, который может быть. И благо наша красивейшая республика это позволяет сделать. Соответственно, есть определенный уже традиционный период, когда мы зимой выезжаем на природу, летом всегда выезжаем, там, рыбалка, отдых на реке. Уехать так далеко, чтобы не было связи, чтобы никто не дозвонился. Вот. Но это такой пассивный туризм, да? Это прям Да. туризм. Это же не охота, не рыбалка. Ну, обычно пассивный. То есть, если охота и рыбалка, то это так больше для какой-то галочки. Вот. А так, в основном, конечно, это побыть с природой, понаслаждаться красотой. Ну и здорово. Я желаю вам пребывать в балансе, чтобы у вас хватало ресурсов и на работу, и на развитие вот этого красивейшего направления спортивные бальные танцы для нашей республики. Я надеюсь, что действительно мы будем гордиться нашими чемпионами. Ну, очень хочется в это верить, и от всей души вам этого желаю. Обычно традиционно мы заканчиваем наши встречи пожеланиями гостя нашим телезрителям. Ну, я желаю всем зрителям в нашей республике, чтобы у вас все было хорошо, прекрасно, чтобы наша республика развивалась, радовала нас, чтобы сохранялась уникальность нашей природы, чтобы мы могли всегда хвастаться, какая у нас красивая республика. Вот. А для всех жителей хотим пригласить на бальные танцы. Приходите, приводите своих детей, если вы хотите, чтобы ваши дети комплексно развивались и спортивно, и музыкально, имели всегда хорошую осанку, координацию. В общем, приходите к нам, у нас самый лучший вид спорта. Приходите, будем танцевать.